В книге Ральфа Лейтона и Барта Чоя переплетены разные истории знаменитых и удивительных личностей. Это заслуженный артист России Конгорол Ондар, лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман, братья Монгольфье, открывшие миру возможность полета на воздушном шаре и другие. Жанр книги, как определили авторы, современная сказка. На русский язык сказку перевела дочь знаменитого Хуэмежи Хургулей Кондар. Сначала автор хотел только на тувинском языке перевести, но так как прямо прямой перевод с английского на тувинский, мы подумали, что нужно еще на русский перевести, чтобы и многие прочитали эту книгу. Мы перевели ее сразу на 2 языка. Авторы назвали ее «Современная сказка», так как она предназначена для детей и для взрослых, и в ней не только Конгорол является главным персонажем, но и очень многие известные люди. И, например, даже летающая пиала, наша тувинская пиала, я сама лично ее фотографировала и отправляла автору, чтобы проиллюстрировали именно тувинскую пиалу. В преддверии Нового года, по легенде, Конгорол кружит вокруг земли и распространяет свои такие добрые вибрации именно с горловым пением, хуэмеем своим. Напомним, что Ральф Лейтон вместе с Ричардом Фейнманом основали в 80-х годах общество «Друзья Тувы» в Америке. Именно Ральф Лейтон, который был близким другом Конгорола Ондара, считал очень важным познакомить западного зрителя с тувинским горловым пением и тувой. Удивительная улыбка Конгорола Борисовича, его жизнерадостность и жизнелюбие стали мостиком между тувинской культурой и зарубежным слушателем. Сказку на тувинский язык перевел поэт, прозаик, заслуженный журналист России Александр Шоюн. Дочь Конгорола Ондара Хургулек, и она показала мне эту сказку. Но она была только чисто в английском языке. Я полистал и посмотрел и сказали, лучше бы, если переводить на тувинский язык, лучше на 3 языках, потому что все равно же мы должны перевести из английского на русский, а потом из русского на тувинский получается 3 на 3 языках. Когда мне дала перевод, но это я, можно сказать, тоже очень уникал, потому что тут высказывание сказки, они тоже своеобразные. У него язык тоже очень своеобразный. Планируется, что книгу «В свет на радость» не только детей, но и взрослых выпустит издательский отдел Национальной библиотеки имени Пушкина. Тираж более 200 экземпляров. Айра Сабуя Мангуша, Азамат Очур, телеканал Тува 24.